Добрый день, уважаемые абитуриенты! Сегодня у нас консультации для абитуриентов, которые выбрали магистерскую программу «Современные технологии обучения филологическим дисциплинам в полилингвальном образовании». От имени Акмолинского университета приветствую я, декан факультета башкирской филологии, доктор филологических наук, профессор Хусаинова Лейля Медхатовна. Данная программа предполагает две формы обучения. Можно поступить на очное отделение или же на заочное отделение. Для того, чтобы поступить на эту программу, вам необходимо пройти вступительные испытания. Вступительные испытания, экзамен проходит в дистанционном формате. Вам приезжать в наш вуз нет необходимости. Вступительные испытания включают два вида работы. Это тестирование и реферат. Вам предлагается 25 тестовых заданий. На каждый вопрос предполагается 4 ответа, только один ответ правильный. Вам необходимо выбрать один правильный ответ. Структура тестовых заданий включает следующие разделы языкознания: теория межкультурной коммуникации, языкознание или лингвистика как наука о языке, язык и общество, функции языка, классификации языков. Для того, чтобы пройти, вам необходимо набрать минимальное количество баллов за тестирование и реферат – это 50 баллов. Максимальное количество – 100 баллов. Реферат необходимо будет подготовить заранее, и в день экзамена только прикрепляем реферат. Писать, подготовить реферат в день экзамена вы не успеете. Повторяю, количество баллов в сумме набирается за тестирование и за реферат. Тестирование проходит в онлайн формате, и для тестирования вам дается определенное количество времени. Это 60 минут для одного абитуриента. То есть после того, как вы зашли в систему, начинается отчет, и в течение 60 минут вы должны дать ответ на все 25 вопросов. Для поступающих с ограниченными возможностями это время увеличивается на 1,5 часа. И самое главное, у вас есть только одна попытка пройти тестирование. Чтобы пройти тестирование, вы должны авторизоваться. Вам на вашу электронную почту, которую вы указали во время подачи документа, отправляется логин и пароль. Если же вы накануне не получили, сначала предлагаем посмотреть папку «Спам». То есть, когда делается рассылка, как правило, такие письма попадают в спам. Если же и в спам вы не нашли, то вам срочно нужно обратиться к нам, к нашим техническим секретарям. После того, как вы получили логин и пароль, в день экзамена, когда откроется система, вы заходите под своим паролем. Этот пароль необходимо поменять. В день экзамена вы должны заранее подготовить также ваш паспорт. Перед каждым экзаменом нужно будет сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. То есть к экзамену вы заранее готовите реферат в электронном формате и ваш паспорт. Напоминаем еще раз, что время на тестирование ограничено и только одна попытка вам дается. Чтобы не было вопросов в день экзамена, предлагаем заранее познакомиться с инструкцией о получении логина и пароля для прохождения вступительных испытаний. Инструкция размещена в личном кабинете абитуриента, есть там вкладка «Нормативные документы». Также на сайте приемной комиссии размещено расписание вступительных испытаний. Расписание утверждено уже известной датой, вы уже заранее можете запланировать ваши дела, исходя из наших дат и времени. Вот на наш факультет, на факультет башкирской филологии, на направление магистратуры «Современные технологии обучения филологическим дисциплинам в полилингвальном образовании»
Консультация запланирована на 14 августа. Для тех, кто планирует поступить на бюджет, они сдают экзамены 15 августа. Система будет открыта с 10 утра до 10 вечера. Вы заранее подготовили ваш паспорт, реферат, открываете, заходите в систему, прикрепляете реферат, потом уже открываете систему тестирования и в течение 1 часа даете правильные ответы на 25 вопросов. Если по каким-то причинам вы не смогли 15 августа пройти тестирование и не смогли прикрепить реферат, то резервный день – это 17 августа. В этот день вы можете пройти вступительные испытания, но здесь время чуть меньше дается. В 10 утра открывается система и в 5 вечера закроется. Для тех, кто поступает на заочное отделение, на бюджет, для вас дается 21 числа резервный день, а те, кто планирует поступить на коммерцию, то у вас уже другие даты. Вот последняя дата – это заочное отделение, предпоследняя колонка в столбец – это коммерция, дневное отделение. У вас уже другие даты. Для заочного отделения есть возможность в сентябре сдать вступительные испытания. Повторяю, это уже коммерция. Если вы планируете поступить на бюджет, то вам необходимо пройти вступительные испытания 15 августа по расписанию или же в день резерва, резервный день, 17 августа. Есть возможность подготовиться заранее к вступительным испытаниям. Для этого мы подготовили программу вступительных испытаний. Программу подготовила руководитель этой программы Хабибуллина Зулейха Ахметовна, кандидат филологических наук, доцент. В программе дана общая информация. Сама программа размещена на сайте приемной комиссии. Вам необходимо по названию найти эту программу. Наша программа «Современные технологии обучения филологическим дисциплинам в полилингвальном образовании». Форма очная и заочная. Программа единая. Вот на следующем слайде дан титульный лист, подписанный ректором нашего вуза, и общая информация, как, в какой форме, какие требования, и разделы, по которым составлены вопросы. Здесь даны примерные задания. Примерные задания, вопрос и ответы. Только один ответ правильный. Вам надо найти правильный ответ. Темы рефератов тоже в программе даны. Не забываем, что реферат – это научная работа, поэтому и количество страниц, и объем, и разделы реферата мы должны выдержать. Титульный лист, начиная с титульного листа, оформление должно быть по ГОСТу. Указать использованную литературу обязательно. Все это учитывается, когда мы будем ставить баллы за реферат. Критерии оценивания представлены на слайде. Здесь, конечно же, учитывается актуальность темы, новизна, самостоятельность, ваш вклад, ваше умение выполнять научную работу, научно-исследовательскую работу, включая даже оформление, тоже оценивается. Убедительно просим, тем более реферат готовите заранее, все эти требования выдержать. На последнем слайде дана мои контакты, обо мне информация. Повторяю, Хусаинова Лилия Медхатовна, декан факультета башкирской филологии. Если у вас остались вопросы, вы можете написать письмо. Здесь указан адрес электронной почты. Также здесь даны ссылки на сайт университета и на сайт приемной комиссии нашего университета. Указан телефон приемной комиссии. Если у вас остались вопросы, вы можете связаться по телефону, написать письмо, а также обратиться к руководителю. Ее данные тоже мы отправляли. От всей души желаем вам удачи во время вступительного испытания.